На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантари. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. ВАК удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Состоялось пленарное заседание 8-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Он внес неоценимый вклад в объединение народа Абаза. Памятник Тарасу Шамбо открыт в Сухуме. Суд одобрил принудительный привод свидетеля Алхаса Джопова и потерпевшего Рустама Шамбо. Продолжается судебное разбирательство по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров. В Сухуме в Абхазском государственном драматическом театре торжественно открылся 8-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В работе съезда приняли участие президент республики Аслан Бжаня и другие представители власти, общественные и политические деятели. Прибыли на съезд делегации из 11 стран, включая Россию, Турцию, Германию, Голландию. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Торжественная церемония началась с показа фильма отчета, созданного к 30-летнему юбилею ВАК. Приветствуя делегатов и гостей съезда, президент Аслан Бжаня отметил, что история создания Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса отсылает нас ко времени, когда над абхазским народом нависла серьезная угроза. В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый конгресс Международной ассоциации Абхазо-Абазинского народа. Главной задачей ассоциации было объединение народа, вставшего на защиту своей родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Юра Аргун, Геннадий Аламир, Денис Чачкалия, Джамалиддин Ардзенба, Бедис Куртхеапха, Илхан Кварцба, Сергей Пазов, Муса Игзакуха, Игирт Хаджлар, Архатар Нацва. Арбала Хара Ачапха, Хархуд, Яхапи Амш, Яхимзас Хайхабасра. Угуя Мухар, Залшом Яха Конгресс, Анапгарачу, Яхиков, Хайхабасра, Арпыфеду, Смардаз, Ачар. Яха, Дара Муса Игзаки Напкарала и Черкау, Дешфей, Хмелат культуры, Рзы, Ацакыз Мол, Ауспа. А Конгресс Ачапха, Юкнаргула Усха Даква Ирваку, Диаспора Хатарнаксар, Таурах, Псадгилах, Рахнакра. Джинчва, Апсная экономика, а социал, а культура Чьяна, Ралахра, Апсуа Абазаждар Милат, Хачра Айпрахара, Абразгой, Абартауспа, Рынакзарачу, Айхтер Дупа, Шахзепшу. А Конгресс ей накыло Апсуа База Шлак, Хтаасара Ду, Язекашут, Апчараха. Хазну Амя, Эйцкра, Акумзай. Затем с приветственной речью выступил председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Игзеков, который вспомнил первого главу конгресса Тараса Шамбо. По словам Игзекова, со времени 7-го съезда ВАК, прошедшего в октябре 2017 года, мир сильно изменился. Но, несмотря на все это, конгресс продолжает активно воплощать в жизнь проекты, утвержденные в программе. С момента основания организации «Одной большой семьей» мы системно реализуем проекты, направленные на сплочение народа, создание условий для возвращения соотечественников на историческую родину, укрепление и развитие гражданского общества с сохранением родного языка, культуры и традиций. В современной истории Абхазии, особенно в процессах глобализации и культурной трансформации во всем мире, фундаментальную роль в деле сохранения идентичности нашего этноса играет Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Отчитался о проделанной конгрессом за 5 минувших лет работе руководитель аппарата ВАК
Республика Антания. По его словам, в марте 2018 года была принята новая редакция Устава Конгресса, исходя из которой была сформирована разветвленная структура региональных и местных отделений и создана система членства в организации. Таня рассказал, что в общей сложности на данный момент работает 75 представительств ВАК по всему миру. 11 из них – региональные отделения, которые открываются в различных странах и субъектах России, 54 местных отделения в Абхазии и 10 в Турции. За 5 лет активной работы в 54 местных отделениях Абхазии было реализовано 107 проектов. Как видите, самыми активными районами являются Ачимчирский и Гудаутский, соответственно, 44 и 39 проектов реализовано было. Понятное дело, что пандемия серьезным образом повлияла на скорость и количество выполненных проектов, но тем не менее в период коронавируса наша команда переформатировала, переориентировала всю работу на медицинскую помощь населению. Таня рассказал о том, что в Абхазии местные жители в тесной координации с командой Конгресса пишут и реализуют программы развития тех или иных населенных пунктов. И в перспективе из этих индивидуальных программ будут составлены сначала программы развития районов, а впоследствии детальная программа развития всей страны. За 5 лет на реализацию проектов, на благотворительность, на содержание всей команды, понятное дело, всей инфраструктуры, на информационное сопровождение вложено более 100 миллионов рублей, из которых более 90 миллионов рублей, включая и организацию съезда, из личных средств Мусыха Валерьевича. Чтобы принять участие в съезде, в Сухум прибыли делегации из 11 стран, включая Россию, Турцию, Германию и Голландию. Кроме официальных выступлений, к открытию съезда организаторы подготовили разнообразную программу, где все номера были призваны напомнить об истоках национальной культуры и общности абхазо-абазинского народа, сохраняющего свою самобытность, в какой бы географической точке его представители ни находились. Марианна Котова, Сасрыкла Гухава, Инала Гухава, Абаза ТВ. В нашем эфире смотрите фильм об истории и сегодняшнем дне Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, подготовленный специально к 30-летию ВАК, а также видеоотчет с пленарного заседания 8-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Памятник общественно-политическому деятелю Абхазии, первому руководителю Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Тарасу Шамбо открыт утром в Сухуме. Памятник открыли президент Аслан Бжаня и председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. Автор памятника – скульптор из Сухума Аврора Юлина. Как отмечали участники торжественного мероприятия, Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народа Абаза. Апсны ацейду ихе закамыршырзы эйчка захынкарат комиссия на пхкара снапы иханыртыз. Апсны инак залы гиял яон зыбстаза рызыге зуажлыр рлахенца яхтзыдзауз зыбсад гилай курхыра уяхец айзыр хара езызку зацейд чалашаква. Убар дреон Тарас Миронипа Шамбаги. Тарас Миронипа зымшхоктваз хора инупшоз политика. Амтадалпшный Бартон, Апснай Курхаразы и Хазчлум Харазы Табыз Ахархартака. А символ цикаму Пайзыс Пхезой Тарас Мироны Пайбака Артра Нымюк Хуачна, Апой Хами Пасуапсу База Жлар Конгресс Айзараду. Ава Жлар политика Тусуиду, Ихедза Конгресс Юзапонтхо Ядхалу. Апсны Жлар Джичтолот и Бешра Айлашым Тазы. Апсны зиграбка западными пысуют, а дунезикпи апсо база конгресс. Айла турам напкавис зидбухаз Тарас Шамбо бивюк бышепсидей пангылана апхегылара азиует. Будучи еще совсем молодым человеком, поступив в Московский государственный университет, в 1958 году он создал диаспору абхазскую тогда, которую тоже в течение долгих лет возглавлял, пока вот не передал уважаемому Беслану Аграба, который вот приехал сюда сегодня специально на это мероприятие. Все его действия были посвящены тому, чтобы народ наш самоутвердился
тому, чтобы доказать всему миру, что мы достойны своих предков и не просто так добиваемся независимости. Это не просто самоцель наша, это выстраданная история всей наша судьба. Он сделал все, что мог. И сегодня по достоинству оценили его вклад. Репортаж с открытия памятника Тарасу Шамбо смотрите в нашем эфире в рубрике «Амш Ахтес». Президент Абхазии Аслан Джани подписал указ об освобождении Джамала Губаза от должности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта. Временное исполнение обязанностей председателя возложено на заместителя председателя Госкомитета Мадину Воуба, сообщает пресс-служба президента. Накануне в Москве премьер-министр Абхазии Александр Анкваба и зампредседателя правительства России Александр Новак подписали протокол 19-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии. По словам Новака, на заседании МПК речь шла о развитии сотрудничества между различными министерствами и ведомствами в области промышленности, сельского хозяйства, туризма. А глава правительства Абхазии назвал Россию самым главным и самым крупным партнером Абхазии, в том числе и по линии туризма. Республика Абхазия – это наш сосед. Мы сегодня обсуждали перспективные направления инвестиционного сотрудничества, развития электроэнергетики, туризма. Одно из направлений развития, которое сегодня обсуждали, это реконструкция взлетно-посадочной полосы для того, чтобы могли принимать в Республике Абхазия в соответствии самолеты. И не только было автомобильное сообщение, но и воздушное сообщение для обеспечения развития туризма в Республике Абхазия. Такие проекты тоже очень важны. У нас много других направлений. Мы в электроэнергетике активно сотрудничаем. У нас подписана дорожная карта на 5 лет. И мы движемся в этом направлении. Сегодня обсуждали в том числе и вопросы развития сотрудничества между нашими министерствами и ведомствами в области промышленности, сельского хозяйства, туризма. Я считаю, у нас очень большие перспективы, но главное, что мы постепенно выходим на улучшение тех показателей, которые у нас заложены в государственной программе социально-экономического развития Республики Абхазия, в том числе и на уровне собственной доходной обеспеченности Республики Абхазия, повышение уровня оплаты труда Республики, как в бюджетной сфере, так и в сфере экономики, ну и многие другие вопросы. Россия самый главный, самый крупный наш партнер. Самый важный партнер и по линии туризма. Большая часть отдыхающих к нам приезжает из Российской Федерации. Отношение к туризму в Абхазии значение не стоит мне подтверждать. Что я могу вам еще сказать, чтобы это было конкретно на цифрах? Не знаю, Пенсионный фонд Российской Федерации будет меня ругать или нет, но это ежемесячно 300 миллионов рублей в среднем получают наши пенсионеры Российской Федерации, проживающие постоянно в Абхазии. Вся наша продукция сельского хозяйства, она уходит в Российскую Федерацию. Сколько бы мы ни произвели в Абхазии этой продукции, она будет востребована в России. И мы это учитываем, в своей деятельности руководствуемся. Если очень коротко, цифр много. Пожалуйста, в дополнение могу сказать, что основные группы товаров, это зашкаливают эти цифры, и продовольственные, и промышленные товары, топливо, все это идет из Российской Федерации. Вопросы оборонной безопасности Абхазии и ее военного потенциала обсуждались 7 декабря на расширенном заседании парламентского комитета по обороне под председательством Тимура Шергелия. В заседании участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, замминистра Надар Авицба, начальник генштаба Минобороны Владимир Савченко.
председатель рабочей группы по осуществлению предварительной оценки и выработке рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки Сергей Пустовалов проинформировал депутатов о проделанной на сегодняшний день работе. Руководители Минобороны представили подробную информацию о состоянии дел в области обеспечения обороны и безопасности страны. Глава МИД Абхазии Инал Ардзенба провел рабочее онлайн-совещание с членами аттестационной комиссии МИД и сотрудниками посольства Абхазии в России. По поручению президента будет проводиться поэтапное реформирование работы посольства республики в России. Также начинает свою работу аттестационная комиссия МИД, нацеленная на проведение оценки эффективности работы сотрудников посольства. На встрече обсуждалось внедрение системы регулирования взаимодействия каждого сотрудника посольства с посольствами иностранных государств и вопрос внедрения контрактной системы для сотрудников посольства Республики Абхазия за рубежом. Рашид Цвижба распоряжением премьер-министра Александра Анкваб назначен заместителем министра внутренних дел республики в соответствии со статьей 12 Конституционного закона Абхазии о Кабинете министров. Вальтер Будба оценил работу УВД столицы на удовлетворительно. Министр внутренних дел провел отчетно-плановое совещание с личным составом Управления внутренних дел по городу Сухум, сообщает пресс-служба МВД. С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за 11 месяцев текущего года выступил начальник УВД Астамур Хагуш. В рассматриваемый период было зарегистрировано 246 преступлений, раскрыто 234. Или 95,1%. Из них зарегистрированных тяжких 75, раскрытых тяжких 66, то есть 88%. Отмечу, что несмотря на тот факт, что в текущем периоде по сравнению с предыдущим выросло количество зарегистрированных преступлений на 61 единицу, раскрываемость преступлений увеличилась на 4,3%. Среди зарегистрированных нераскрытых преступлений в 2022 году остаются нераскрытыми 12 преступлений. Преимущество кражи. В рассматриваемый период велась работа и по задержанию преступников, скрывшихся от следствия и суда. Так установлено и задержано 9 разыскиваемых лиц. В текущий период милиции общественной безопасности УВД по городу Сухум была обеспечена охрана общественного порядка при проведении 159 общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий. Также проведено 102 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение и профилактику преступлений и административных правонарушений. Отделом по делам несовершеннолетних УВД за 11 месяцев текущего года были проверены все средние школы по городу Сухум с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений. Сухумская прокуратура проведена лекции на различные темы. За 11 месяцев 2022 года были доставлены 54 несовершеннолетних, которые были сфотографированы, дактилоскопированы, опрошены. На учете состоит 9 несовершеннолетних лиц, 8 из них, которых из неблагополучных семей, в связи с чем соответствующие материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города Сухум. Сотрудниками ОГАИ УВД по городу Сухум ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление, недопущение и пресечение преступлений и административных правонарушений, в ходе чего было выявлено 14 628 нарушений. Отделом дознания УВД по городу Сухум в анализируемый период направлено в суд 84 уголовных дела, прошлый год 66, динамика плюс 18. Следственным отделом УВД по городу Сухум направлено в суд 65 уголовных дел, прошлый год 33, динамика плюс 32. Работу следствия и дознания по итогам 11 месяцев считаю удовлетворительной. Хочу отметить, что ежедневно сотрудниками АУР управления проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание разыскиваемых лиц. Кроме того, сотрудники АУР также проводятся профилактические рейдовые мероприятия во всех районах столицы, в результате которых были доставлены в УВД, дактилоскопированы и сфотографированы 981 человек, из них 412 привлечено к административной ответственности за мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику милиции, распитие спиртных напитков и так далее. Также в ходе рейдовых мероприятий в республиканский наркологический диспансер на свидетельство доставлено 227 человек.
хотел бы отметить, что тут вы отмечаете, что идет рост заявлений. В целом криминогенная ситуация не сильно изменилась, но если рост заявлений, я бы хотел это связать с тем, что люди стали больше нам доверять. К нам будут обращаться еще больше, и я хотел бы, чтобы вы не боялись регистрировать преступления. Чем больше мы будем регистрировать преступления, проводить некий анализ, мы будем понимать о всех течениях, тенденциях в городе с точки зрения ношения криминального характера. И мы будем понимать, какого рода преступления будут у нас более актуальны и как выстраиваться под них. Соответственно, мы будем и тактику свою корректировать. И в этой связи мой вам посыл, а еще, наверное, правильный будет, я вас всех предупреждаю. Каждое обращение гражданина должно быть зафиксировано, зарегистрировано. Я понимаю, что в нашей стране большое количество населения нашего не хочет регистрировать, так как это связано с дальнейшими процедурами определенными для них неприятными. Но я вас хочу заверить, что как только они будут понимать, что правосудие восторжествует, обращений будет больше. Очень много сигналов поступает со школ. Дети в школах очень много курят, помимо сигарет, они уже курят уже эти, там, как их называют, честно, не курю, не знаю, да, электронные сигареты, да. Я жду в кратчайшее время от вас непосредственно своему руководителю, а потом и выше к нам, план мероприятий. Нам нужно уже посещать школы совместно с другими сотрудниками. И давайте наводить порядок. Это чужих детей в нашей стране нет. Это все наши дети. Я понимаю, что не все родители однозначно могут понять нашу акцию, но я думаю, мы найдем слова, объяснения, будем, не знаю, придумайте, там, хотите на входе, там, зная, если поработать, мы знаем, кто как себя ведет, кто у нас на контроле, на учете. Давайте заставим их с карманов вытаскивать эти электронные сигареты и обращать внимание их родителей. Вот в этом направлении я хотел бы акцентировать ваше внимание. Водитель, герой нашумевшего видеоролика, привлечен к ответственности. Автомобиль поставлен на служебную стоянку. Съемка видеоролика с веселыми парнями в машине, испытывавшими судьбу на прочность, в какую-то секунду превращается в грань между жизнью и смертью, говорится в сообщении пресс-службы МВД. Видеоролик с веселыми парнями в машине, испытывавшими судьбу на прочность, в какую-то секунду превратился в грань между жизнью и смертью. На такой предельной скорости от выброса с трассы, возможно, предотвратила загруженность автомобиля. Но юный и неопытный водитель, разгоняясь на общественной дороге до 200 км в час, не осознавал реальной опасности, как и его товарищи. В социальных сетях интернет появилась видеозапись о том, что некий молодой человек, управляя транспортным средством и двигаясь по республиканской трассе Псоингур в районе села Ацеп Гудаутского района, грубо нарушил требования правил дорожного движения, а именно превысил скоростной режим, тем самым создавая аварийную ситуацию другим участникам дорожного движения, а также угрозу жизни и здоровью пассажирам, находящимся в его автомашине. По сотрудникам МВД по Гудаутскому району была установлена личность водителя и марка автомашины. Им оказался гражданин Республики Абхазия Дидзарин Мирон Олегович, 2002 года рождения, проживающий по адресу село Лыхны Гудаутского района. Автомобиль нарушителя поставлен на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Первичное административное взыскание за нарушение правил дорожного движения – это профилактическая мера привлечения к ответственности. Водители, неоднократно попадающие в поле зрения госавтоинспекции, подвергающие риску себя и жизни других участников дорожного движения, лишаются права управления автотранспортными средствами. Почему у юношей в бесконтрольном распоряжении такие скоростные автомобили – это другой вопрос. И, наверное, степень гражданской ответственности родителей, которые отказались комментировать ситуацию. В данном случае молодым людям удалось избежать летального исхода от лихачества на дороге. Водитель привлечен к ответственности за правонарушение в области безопасности дорожного движения, и с ним проведена воспитательная работа. Расскажите, что побудило вас совершить вышеуказанное правонарушение? Торопился. Куда? Ну, надо было там отдать что-то.
это делать. Извлекли ли вы какой-либо урок после проведения с вами профилактической беседы? И что вы можете посоветовать своим сверстникам и другим участникам дорожного движения? Да, урок после происшествия сделал сразу. Могу пожелать хорошей дороги, чтобы никуда не торопились. Это может привести к пагубным последствиям. А пагубные последствия – это не просто штраф или лишение прав, это смерть или покалеченные жизни. Суд одобрил принудительный привод свидетеля Алхаса Джопо и потерпевшего Рустама Шамба. Продолжается судебное разбирательство по делу о тройном убийстве на набережной Махаджира в ноябре 2019-го. Близится к завершению этап представления доказательств государственного обвинения. Письменные доказательства исследованы. Осталось допросить несколько свидетелей и потерпевших, после чего свои доказательства будут представлять адвокаты подсудимых. В ходе очередного заседания в суде выступили свидетели обвинения Кристина Авицба, Валентина Джумиади и Ирена Осинская. Слово Надежде Боровиковой. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров началось с допроса свидетеля Кристины Авицба. Ее муж – бывший сослуживец подсудимого Димура Ахалая. Вместе со своей гражданской женой Жанной Князевой Димур Ахалая очень помог сыну Кристины, у которого были проблемы со здоровьем, а впоследствии стали его крестными родителями. Убитых свидетель лично не знала, но ее старший брат дружил с Алхасом Авицба. Кристина Авицба в 2019 году работала старшим участковым в столичном УВД. В день тройного убийства на набережной была на работе. 22 ноября 2019 год я находилась на работе в УВД по городу Сухум. Это, по-моему, была пятница, если я не ошибаюсь, рабочий день. Мой ребенок был в садике. Точного времени не могу путаться. Мне надо было уже забрать ребенка из садика. К этому времени я выходила с городдела. Объявили тревогу, мне пришлось вернуться обратно на работу. Так как ребенка моего больше никто не мог забрать, близких родственников у меня в Сухуме здесь нет, я позвонила Князевой Жанне, попросила, чтобы они с Димуром забрали моего ребенка. Димур зашел в сад, забрал ребенка, и они поехали домой к ним. На следующий день, 23 ноября, у сына Кристины был день рождения. Утром вместе с Жанной Князевой свидетель отправилась на рынок за продуктами. Жанна обещала помочь приготовить, так как у Кристины Авицба не было духовки. После рынка девушки разошлись по домам, но к приходу гостей Жанна не появилась. Я находилась дома, занималась подготовкой, должны были прийти дети, гости. В общем, Жанна задержалась. Уже, наверное, 5-6, вечерело, я ей названивала. Она говорит, подожди, сейчас, подожди, тут не получается. Я, как-то особо не вдавалась. В общем, пришла она поздно. В показаниях, может, я указала, я сейчас не помню. Поздно было, в общем, по времени. Нет, она не принесла. Там буквально мелочь какая-то была. Она сказала, что у нее не получилось. В общем, не стала я ее расспрашивать. Видно было, что она просто была расстроенная, на нервах, не знаю. Мы сели вместе с ней за стол. Немножко выпила она, расслабилась. Какое точно время, продолжительность времени не помню, сколько она сидела. После чего позвонил Дато. Он был на ее машине, сказал, и телефон находился на кухне, Жанна отошла в ванную комнату. Когда телефон зазвонил, я ей крикнула, я говорю, тебе кто-то звонит. Она говорит, подними. Я подняла, увидела, что Дату, он говорит, ты где Жанна? Я говорю, она в ванной комнате. Он говорит, скажи, чтобы она спускалась, я приехал. Я говорю, поднимайтесь, неудобно как-то, поднимайтесь, присоединяйтесь, потом вместе. Он говорит, нет, я спешу, я не один. Я крикнула Жанне, сказала, что за тобой приехали. Она оделась и ушла. Полную версию репортажа из зала суда смотрите в нашем сегодняшнем эфире. В очередной раз от Единого штаба помощи Донбассу в Сухуми доставлена гуманитарная помощь на территорию Донецкой Народной Республики. А войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба Вадим Мироненко по решению комиссии вручил награды. Георгиевский крест 21 бойцу интербригады «Пятнашка». Трагическая весть. Беслан Георгиевич Топаго, 1998 года рождения, погиб в боях за освобождение Донбасса. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в республику тело Беслана Топаго, сообщает пресс-служба ведомства. Похоронят его в городе Гал.
Продолжаем выпуск. 8 декабря Координационный союз Организации русских соотечественников Абхазии проводит страновую конференцию, где обсудят задачи организации, объединяющей российских соотечественников в республике. Мир очень быстро меняется, и нам необходимо вместе подумать, как мы отвечаем на эти вызовы, говорит председатель КСОРС Олег Юрченко. Страновая конференция – это объединительное мероприятие для организаций, которые входят в Координационный союз соотечественников. И это всегда подведение итогов, это всегда какие-то планы на будущее. И в этом году это особенно актуально, потому что мы все видим, что происходит в мире. Мир очень быстро меняется, и нам надо вместе подумать, как мы действуем в этом меняющемся мире, как мы отвечаем на эти вызовы. И поэтому название страновой конференции «КСОРС Абхазии», его задачи и «Отвечая на вызовы времени». Это, конечно, праздник для всех соотечественников, для всех общественных организаций, которые входят в наш Координационный союз. Для меня это подведение определенной черты, определенных итогов. Мы ее ждем целый год, мы трудимся в течение года. И вот сейчас есть возможность повстречаться с друзьями, пригласить. Приезжают и из Москвы представители тех структур, которые отвечают за соотечественников, российских соотечественников во всем мире, не только в Абхазии. И поэтому для меня это определенный рубеж, определенный итог. Я его жду, мы все готовимся к этой конференции и, надеюсь, это будет настоящий праздник для наших соотечественников. Очень высокая для нас, для любого взрослого человека, очень значимо, как молодежь реагирует на вот те задачи, которые он решает, актуальны ли они для молодежи. И очень радостно, что молодежное движение Абхазии учится, работает вместе с нами плечом к плечу. Они, конечно, гениальны, они по-другому видят этот мир и весело его воспринимают, действуют с огоньком, креативно действуют. И на этой конференции будут их представители, будут ребята, которые отчитаются перед взрослыми. И для нас это очень важно, потому что есть возможность передать, есть возможность увидеть, как они учатся и что они делают. Министр туризма республики Тимураз Хишба в беседе со «Звездой» рассказал, что за последние 2 года поток туристов из России достиг рекордных значений. При этом он отмечает, что в стране есть все необходимое, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса. Проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета Максим Гвинджа и помощник ректора АГУ по финансам, заведующая кафедрой финансов и кредита Амра Кваранзе находятся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, представители вуза встретились с ректором Санкт-Петербургского Государственного экономического университета Игорем Максимцевым и проректором по международным связям Дмитрием Василенко. Также в рамках поездки Максим Гвинджа и Амра Кваранзе посетили Санкт-Петербургский государственный университет. В ходе рабочих встреч обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках подписанных соглашений. В представительстве Россотрудничества в Берлине состоялся музыкально-литературный вечер, на котором были представлены музыкальные произведения полномочного представителя МИД Республики Абхазия, члена Союза композиторов ФРГ Хиблы Амичба и стихотворения молодого поэта, секретаря правления Союза русскоязычных литераторов Германии Ульяны Абаночной. Зрители с большим восторгом и воодушевлением принимали каждый номер программы. Мы безмерно благодарны за незабываемый концерт, отмечает руководитель клуба Нелли Астахова-Жахарева. Этот вечер является продолжением встреч с Хиблой Амичба, читающей в Германии в различных форматах цикл лекций об истории Абхазии, ее уникальной природе и выдающихся личностях, выходцах из нашей республики. Спорт. В Сухуми состоялся открытый кубок Абхазии по классическому и многоповторному стритлифтингу. В турнире приняли участие спортсмены абсолютной возрастной категории, а также юноши и ветераны. По результатам чемпионата в классических подтягиваниях первое место занял Давид Анчабадзе. В классических отжиманиях победителем стал Артур Минасян. В подтягиваниях мультилифт первое место занял Юрий Цушба. В многоповторных отжиманиях победителем стал Марк Муслюмов.
Яхали спорта хыбрачим я пусит, айцлабрак бастык лифтинг, захто спорт ганахала. Усхан абхаб айцлабрак таргана схала зархоза яха рукра харакын ойвезен школ хочкоги хала дурхуй уи сарасвана гарала грацана какой-то хапша уяна год изаги школ хочка хала дурхуйка. По моему мнению, соревнования прошли на очень высоком уровне, все очень понравилось. Большое спасибо организаторам, спасибо большое клубу за предоставленное место. Все было шикарно, крутая атмосфера, спасибо, врывайтесь к нам тоже. Меня зовут Леван Бжаня, мне 15 лет, я пытаюсь заниматься стритлифтингом на профессиональном уровне. И я очень рад, что в нашей республике Абхазия данная спортивная дисциплина развивается. И хотел бы поблагодарить Беслана Абухова за то, что он проводит данные турниры и помогает выявить чемпионов. И отдельно хотел бы поблагодарить своего дядю Алишера Футаба и своего отца Наталья за то, что они привели меня в большой спорт. В январе жители Абхазии будут отдыхать 15 дней. Кабмин утвердил производственный календарь на 2023 год. Праздничные нерабочие дни с 1 по 10 января и с 14 по 16 января. Но придется поработать 2 субботы, 21 и 28 января. Внимание, воды не будет. В связи с ремонтными работами в четверг, 8 декабря, с 0 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Новый район. Начало улицы Эшба, Колос, улица Семерджиева, улица Трапш. И о погоде. В четверг, 8 декабря, в республике ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днем от 9 до 14. Температура морской воды 15 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.